Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получать уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за вашу подписку, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты. Мои милые, прошу за вас каждый день, чтобы Всевышний послал вам в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне, моему каналу. Огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Непредвиденные события скоро ворвутся в вашу жизнь. Давайте посмотрим, что же такое интересное идет и вас ждет. Посмотрите на песочек, загадайте на свое будущее. Прям так и спросите, какие непредвиденные события скоро ворвутся в мою жизнь. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Что ж, давайте смотреть, что тут непредвиденного, срочного и неожиданного произойдет в вашей жизни. Ну что, мои милые, давайте я буду описывать, а вы уже смотрите, что ваше, а что мимо. Потому что здесь много событий вышло. Я так понимаю, что для одного человека это будет too much. Ну, а если много людей посмотрит, кто-то для себя что-то да выберет. Смотрите, мои милые, во-первых, у вас древо жизни, да, ваше семейное дерево. У вашего семейного дерева появится новая веточка. Новая веточка говорит о новом члене семьи. Либо это зачатие новой жизни, да, ребеночек будет у вас, либо у ваших родственников, либо ваш, либо чей-то ребеночек, да, там может быть ребеночек вашей сестры, да, либо кого-то близкого, приведет нового члена семьи, то есть объявит о своей помолвке, о том, что будет свадьба. В любом случае я вижу праздник по этому поводу, потому что здесь вот настоящая любовь, искренняя, чистая. Здесь вот, знаете, вот как бы картинка может быть, кстати, и так, потому что здесь любовь есть, и здесь есть аист, который несет, вот видите, лялечку, сверток несет. Поэтому может быть даже два веселых и праздничных события неожиданно, да, вот вы услышите и узнаете. Может быть, вы забеременеете и узнаете, что кто-то замуж выходит. Либо наоборот, да, вот вы будете замуж выходить и узнаете, что кто-то еще и беременный. Так, мои милые, дальше я вижу у вас якорь, но этот якорь, он в положительном аспекте идет. Я вижу, что вы что-то вот нужное, ценное, важное для вас заякорите. Здесь, кстати, возможность переезда в новый, хороший, просторный, открытый дом, где вы сможете построить новую, счастливую жизнь с дорогим и любимым человеком. Кстати, может быть еще и момент приобретения каких-то, может быть, домашних животных, либо получения в дар, либо приобретения. Вот. Причем, кстати, животное может быть какое-то абсолютно экзотическое. По лошадке, вот такой маленькой лошадке, я вижу, что у вас могут быть перемены и в работе, по работе. Возможно, кто-то из вас откроет талант, родовой талант, да, каким-то особенным трудам, да, либо какой-то особый талант. Например, в вашей семье все, я не знаю, там умели лечить травами, руками, и вы начнете лечить. Либо в вашей семье все красиво там вышивали, либо рисовали, то есть и вы начнете это делать. Причем это уже идет как ремесло, не просто как увлечение, хобби и часть вашей натуры, ваш талант, а именно ваше ремесло, чем вы начинаете зарабатывать денежки. Причем денежки по вот этому якорю, да, по вот этой ситуации очень неплохие. Да, денежки, которые позволят вам жить в свое удовольствие, да, и осуществлять все свои мечты и желания. Дальше у вас идет ветка кипариса, очень интересная, и эта ветка обещает вам хорошее крепкое здоровье. А также она обещает крепкое здоровье для тех, кто вам дорог, потому что здесь женщина за спиной держит ребенка. Вот, возможно, вы переживаете за своего ребенка, либо
ребенок переживает за свою маму, да, вот если вы ребенок и у вас есть мама взрослая, пожилая, вы за нее можете переживать. Не переживайте, ни у вас, ни у вашего, например, ребенка либо мамы ничего плохого не случится. Здесь маленькая сова. Сова – это знак тревог и тайн. Но эта сова, она идет при тюльпане. А это значит, что какая-то тайна перестанет существовать, либо перестанет какая-то новость вас пугать, либо какие-то сомнения будут развеяны. Тюльпан вообще очень прекрасный знак, тем более он не раскрывшийся у вас. То есть этот тюльпан – это знак подарка и знак судьбы. Еще вот не раскрывшийся тюльпан говорит о том, что вот эта ситуация, она в развитии, да, вот она еще будет продолжаться и будет больше и больше вас радовать, вдохновлять и дарить вам очень позитивные моменты. Еще я вижу у вас людей, которые собирают урожай, и это не один человек, это вот как минимум двое. Видите, женщина как бы перевязывает снопы, а мужчина, он как бы с этим серпом, да, их, ну как, подрубает, да, скашивает, вот правильное слово, извините. Вдвоем с кем-то вы будете собирать очень хороший урожай. Это может быть физический труд, когда вы там на даче будете работать, собирать урожай. И может быть ментальный ваш труд, когда вы благодаря своему уму, своим каким-то вот выдающимся способностям будете пожинать плоды своего труда, либо своих каких-то вложений, умственных, либо физических, неважно. Важно то, что вы делаете это вдвоем, и я вижу, что у вас идиллия. То есть каждый из вас занят своим делом, либо на своем месте. И вы очень рады этому симбиозу и тому, что вы так хорошо, как говорится, спелись, да, что вам хорошо вместе. Дальше здесь у вас, смотрите, Божья коровка вышла, такая классная. Очень добрый знак, очень хороший знак. И это знак подарка от Всевышнего. То есть вам придет подарок в прямом смысле слова. Это может быть что-то физическое, а может быть и что-то для души. Подарок, осознание, принятие, получение. В любом случае, очень приятная ситуация. Дальше я вижу человека, который закидывает удочку и который рыбачит. Причем рыбачит этот человек не один. Здесь как бы один человек, видите, с удочкой, и второй человек с удочкой. Либо вы будете в двух водах, да, в двух местах, либо в двух ситуациях искать вот эту рыбку, ловить. Либо вы еще с собой кого-то берете для того, чтобы не только вы получали, но и другой человек вам, например, дорогой, любимый, тоже мог что-то дополучить. В любом случае, я вижу, что ваша рыбалка будет очень удачной. Вам с этим человеком ничего делить не надо. У каждого своя рыба, и каждый идет за своей рыбой. Да? То есть, например, вы любите там, ну я не знаю, там, окунь, да, речная рыба, а этот человек любит там, не знаю, плотву, да, и вы за разной рыбой идете, и этот человек ловит, и он доволен, и вы ловите, вы довольны. То есть вы друг другу абсолютно не мешаете, не конкурируете, и вы даже друг за друга радуетесь. Ну, то есть как бы даже может быть и другой вариант, что этот человек найдет это место, да, и вас с собой позовет, либо вы найдете и позовете с собой человека. Но в любом случае я вижу, что здесь вот именно законы дружбы и солидарности присутствуют. Дальше. У вас есть большая голова, и вы будете очень много думать. Вот прям в прямом смысле слова. Что-то придумаете, что-то решите, что-то такое прям гениальное родится в вашей голове, что в будущем, либо в моменте начнет влиять на вашу жизнь. А в моменте почему? Я вижу, что, может быть, какие-то ваши идеи, они будут слишком гениальные, либо сложно реализуемые. Вы будете по чуть-чуть черпать и по чуть-чуть будете реализацию делать. Но в будущем вот все ваши задумки, все ваши мысли, все ваши идеи, они просто, ну, будут признаны гениальными и самыми прекрасными. Так, у вас здесь еще знак прекрасной лани. Лань у нас грация. Лань у нас, ну, это восхищение, это красота. Знаете, вас будут сравнивать с кем-то, и вы будете побеждать и выигрывать. Может быть, столкнетесь с тем, что на какой-то конкурс, компетицию попадете, да, там, где вы покажете все свои сильные стороны, либо вы можете там где-то услышать, послушать, да, что вас сравнивают с какой-то другой дамой, да, и говорят, что вы просто совершенство. Вас это очень порадует. Ну, как, знаете, признание идет вас, ваших внешних данных и того, как вы, насколько вы прекрасно выглядите. Очень хорошо. Дальше я у вас вижу момент такой, когда хищная птица улетает
Смотрите, это дятел, который, скорее всего, беспокоил вас очень сильно. И, ну, я так понимаю, что это ваш дом, да, ваше гнездо, это дятел, он постоянно туда долбился и вам мешал. Может быть, кто-то из соседей, кто очень много там долго делал ремонт, либо человек, который капал вам на мозги, чем-то вам там досаждал, мешал, постоянно вел какую-то свою полемику. Я вижу, что этот человек покидает этот ареал обитания, и он больше вас не беспокоит. Как-то неожиданно резко происходит эта смена, и вы просто, ну, в шоке, да, как все прекрасно сложилось, да, что меня этот человек больше не побеспокоит. Дальше у вас идет кораблик, но кораблик такой, знаете, вот он по волнам идет и туда-сюда его бросает. Перед вами станет выбор: идти вам в дорогу, либо оставаться, и вы будете очень много и долго думать. Знаете, я вам скажу такую вещь. Во-первых, дорога не зависит от вас. Вы поймете, что на эту дорогу влияют совершенно другие люди, либо другие обстоятельства. То есть расстраиваться, переживать не стоит. Все случится, как случится. Вы лишь только, знаете, вот вы должны с кем-то проговорить. И если нужно куда-то идти, но у вас не получается, либо куда-то ехать и не получается, то вы можете найти человека, которому вы делегируете вот эти полномочия, и человек для вас, ради вас что-то сделает важное и нужное. То есть не нужно отчаиваться и говорить: ой, я не могу поехать, у меня не получается, что же делать, все пропало. А вы можете поискать выход из ситуации, вы найдете человека, который вам поможет либо ради вас, либо для вас сделает какое-то очень важное дело. Дальше. Я вижу чашу любви. И в этой любви, ну, как бы мужчина, да, он предлагает эту чашу, женщина как бы отвернулась. Здесь мужчина будет вас добиваться. Причем мужчина такой брутальный, красавчик, может быть, ну, какой-то богатый, я не знаю, то есть, может быть, он и не свободен. Но он как и лакомый кусочек, да, вот какой-то вот кусочек с вишенкой. И все прям женщины по нему сходят с ума. И все мечтают, чтобы этот мужчина обратил на них внимание. А этот мужчина обратит внимание конкретно на вас и будет за вами ухаживать. Вы просто, ну, в шоке, да? Вы не будете знать, как реагировать, и, скорее всего, отвернетесь от его ухаживаний, чем поставить этого человека в недоумение и в тупик. У этого человека раскроется азарт, и этот человек действительно будет вас добиваться. Вы знаете, если вы хотите стабильного, богатого, обеспеченного, статусного, авторитетного мужа, то вот это прекрасный момент захомутать этого человека. Почему говорю захомутать? Потому что это вот именно та ситуация. Здесь этот человек, он охотник, он привык к тому, что не знает отказа, что любой зверь, на которого он посмотрит, просто покорно начинает идти за ним. А вы не такая, вы вот будете шокированы, и вы испугаетесь, просто отвернетесь от него. И для него это за многие-многие годы первый отказ. Он будет шокирован, он начнет о вас думать, он начнет просто вот изучать вас, да, вот какая вы тайная, какая вы странная, как это вы отказали ему. И знаете, вот эти мысли, они приведут его к тому, что он в вас влюбится. Причем влюбится, ну, я не знаю, там, до мурашек, до бабочек, до потери сознания. Вот этот момент здесь очень четко и красиво показан. Поэтому, мои дорогие, вот если вы его хотите, вы его получите. Но вы должны будете немножечко держать ситуацию под контролем. Почему? Этого человека нужно всегда держать холодным. Не подпускать себе слишком близко, а если уж подпускаете, то, знаете, как он должен заслужить. И тогда ваши отношения будут очень долгими и очень счастливыми. Вот этот момент очень четко здесь показан. Мои дорогие, на этом отсыпочка моя закончена, гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.